Селем достар хайсаздар. Приветствую вас, друзья! С вами снова я, Юля, и сегодня мы с вами снова продолжаем магазинную тему. Жууну бөлмесіне арналған тауарлары. Жууну бөлмесіне арналған тауарлары. Товары для ванной. Да-да, такую именно вывеску вы можете увидеть в магазине. Не буду говорить в каком, потому что, наверное, это будет реклама. Может быть, можно назвать жууну бөлмесіне арналған тауарлары. Итак, давайте же научимся это читать. Жуыну, жуыну. Ничего сложного нет. Просто помним о том, что буква «ы» читается очень и очень кратко, твердо и кратко. Вот такие дела. Жуыну. Дальше второе слово бө. Бөлме, бөлмесі, бөлмесіне. Ничего сложного нет. Вспоминаем, как прочитать букву «ы». В данном случае можно представить, что здесь стоит буква «ё». В транскрипции можно записать, но я вас научу ее читать. Попробуйте произнести слово. Так, разбираем слово бөлмесіне. Бөлме, бөлмесі, бөлмесіне. Ударение на «е». Как прочитать букву «ы»? На самом деле все просто. Попробуйте произнести слово пес. Уберите букву «п», и буква «ё» будет звучать как «э». Ведь после согласной вы не слышите и краткую, правда? Вы слышите вторую часть буквы бюль. Ну и так как она мягкая, то буква «л» будет звучать тоже мягко, как будто бы там стоит мягкий знак. Так можете и записать у себя в транскрипции. Кстати, транскрипция отличная вещь. Бөлме, бөлмесі. Палочка с точкой – это нечто среднее между буквами «ы» и «и» и произносится очень мягко и кратко. Мягко и коротко. Так будет вернее, да? А то, когда слова сливаются, непонятно, что я имею в виду. Мягко и коротко произносится. Бөлмесі, бөлмесіне. Ударение на «е». Все, ничего сложного, просто помним, что в казахском языке ни одна буква не искажается. Итак, соединяем. Жууну бөлмесіне арналған тауарлар. Арналған. Как прочитать букву «г», я думаю, многие знают, объяснять не надо. Но если что, попробуйте прочитать через букву «х». Сначала «арналхан», а затем попробуйте ее сделать более звонкой. У вас получится «г». Не «х», а «г». В казахском языке есть и буква «г», и буква «г». Путать их нельзя. Вот такие дела. Я знаю, что в России очень часто букву «г» произносят как букву «г». Например, не город, а город, да? В отдельных частях, не везде. Так что не надо кидаться в меня тапками. Вот. Но просто в казахском языке существует и та, и другая буква, поэтому их желательно не путать от слова совсем. Арналған. И последнее слово в данном словосочетании выражения, да? Тауарлар. Товары. Тауарлар. Окончание «ы» говорит о том, что здесь построено большое словосочетание. Вот такие дела. Тауарлар. Итак, соединяем все вместе, и у нас получается, что жууну бөлмесіне арналған тауарлар. Итак, соединяем все вместе, и у нас получается выражение жууну бөлмесіне арналған тауарлар. Жууну бөлмесіне арналған тауарлар. Жууну бөлмесіне арналған тауарлар.